Быть Сыктывкаром хоккейному миру сегодня выгодно. Вопреки давлению Евросоюза, вопреки ограничениям, вопреки всем нельзя. Санкции с санкциями, но совмещать спорт и политику не в традициях нормальных людей, а тем более накануне чемпионата мира. No kysymys on aika vaikeasti asetettu. Вопрос действительно сложный и сложно поставлен. Suomi Euroopan unionin jäsenenä noudattaa tietysti Euroopan unionin ulkopolitiikkaa. Конечно, Финляндия, как член Европейского Союза, должна выполнять те требования, которые Евросоюз предъявляет. Suomessa alueilla ja kaupungeilla ei ole omaa ulkopolitiikkaa. У Финляндии, у местных органов нет ничего связанного с международной политикой. Meidän tehtävämme on hoitaa vain kansallisia asioita. Мы должны выполнять только те требования, ту работу, которая касается внутри страны. Обмен символикой, дружеское рукопожатие – на этом все. Приезд финского чемпиона по бенди в столицу Коми – событие серьезное. Но в каких еще сферах, кроме спорта, финны готовы сотрудничать с Сыктывкарской мэрией, гости пока не определились. Но первый шаг к побратимству сделан. Это и культурный обмен, это, конечно же, спортивный обмен, это установление связей, экономических связей, обмен и общение наших предпринимателей, представителей бизнеса и совместная работа органов местного самоуправления по обмену опытом для того, чтобы, так сказать, перенять какие-то лучшие практики, поделиться своим опытом. Возможно, гости захотят увидеть, как в Сыктывкаре будут возводить ледовую арену. Ни одного крытого дворца для бенди в Финляндии сегодня нет. Начальный этап строительства приехал изучить и президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник. Губернаторская воля, заявил он, главный движущий фактор в этом вопросе. Внимание и любовь мы уже видим к хоккею с мячом. Остальное дело еще раз за руководством региона, за прессой, потому что одна из самых важных составляющих, наверное, всех этих движений – это пресса, это вы. Поэтому вы возьмите на особый контроль, как проходит подготовка к чемпионату мира, как готовят вашу команду. Поэтому вот смотрите, требуйте, просите. Все зависит от того, как власть, насколько поведет себя, какие деньги найдет на софинансирование. Потому что это, знаете, дешевое удовольствие, это целое футбольное поле ледовое. Но по истечению, когда происходит строительство, все знают прекрасно, что лед не бывает пустым. Потому что там не только живет русский хоккей, там в принципе живут виды спорта, которые могут спокойно умещаться одновременно на этой площадке. Запасное поле республиканского стадиона – основное, но не единственное место для ледовой арены. Был, например, вариант с пустырем в микрорайоне «Орбита». Осталось спросить жителей. Роман Истомин, Максим Васильев, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.